Совсем недавно в селе Первый Нюряктяинск открылся дом живой истории. По словам инициаторов, это не музей, конечно, хотя по содержанию он не уступает и некоторым просторным выставочным залам. Насколько удалось реализовать задуманное в материале, моей коллеги Елены Фаст. У Александра Филиппова давно родилась мечта – собрать многочисленные экспонаты, накопленные за годы, в одном месте и показывать их людям. Он говорил постоянно, что надо бы эти экспонаты собирать, музей хочу открыть. Мы думали, что это у нас не получится. Но он у нас такой решил, все сделает. Он даже в Якутск ездил, в архивах там копался что-то. Сам вот он же у нас инвалид. Несмотря на то, что у него ноги болят постоянно. Он пешком до Бирюка, до Тасаны пешком ходил, собирал эти вот экспонаты. Каждый экспонат – часть истории не только первонюряктяинского наследия, откуда сам энтузиаст, но и всей страны. Примерно 4 года назад я сперва написал эту книгу «История наследия». Вот эту книгу. После этой книги, то подумал, книга книгой, а вот наглядной нету, надо собирать, было это, вещи надо собирать, подумал. Потом это начал, 4 года собирал. Благодаря поддержке односельчан и родных ему удалось воплотить мечту в жизнь. В селе Первый Нюряктяинск открылся дом живой истории. Это не музей называется, а дом живой культуры наследия. Музеи большие бывают. Открытие стало не просто событием, больше долгожданным праздником. Многие экспонаты годами хранились в амбарах и кладовках. Маленькая парта, чудом уцелевшая во время смены мебели в школах, с удовольствием приняла будущую первоклассницу Диану. Когда-то именно за такой учились ее родные. По-своему уникальные предметы быта в каждой комнате, чудом сохранившиеся охотничья даха, стволы старинных ружей, оригиналы первых газет, напечатанных латиницей. Я вот, насколько помню, да, мои родители всегда говорили, моя бабушка 1000 какого-то года рождения, 900-го, умерла в 116 лет, долгожительница была. И у нас тоже такие же были иероглифы, даже у нее была книга. И вот когда я, наверное, повзрослела в 5-6 классе, у отца интересуюсь, что за надписи, почему мы не... Он говорит, в то время только изучали латинский язык. Не зная корней, сложно идти в будущее. Корни держат крону. Гибнут корни, крона засыхает. Елена Фаст, Алекминск.